Наш эфир продолжают новости из студии на открытом воздухе. Это Ice News, и я его ведущая Полина Долинская. Итак, в этом выпуске. С короной не пропускаем. Дополнительные меры безопасности вводятся в аэропортах страны с 1 мая. Из Якутска в Алекминск с повышенным комфортом. Речное такси, оснащенное телевизором и кондиционером, в скором времени заработает в Алекминском районе. Главному спортивному событию лета «Быть» стали известны имена участников игр Дыгына. Теперь об этом подробнее. Все граждане, прибывающие в Россию после 1 мая, должны будут пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. В постановлении Роспотребнадзора уточняется, что сделать повторный тест необходимо в срок до 5 дней с момента въезда на территорию России. Интервал между первым и повторным исследованием на COVID-19 должен составлять не менее суток. Кроме того, сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на коронавирус иностранных граждан. Цветы, книги и десятки объятий получил ленский художник Василий Кудрин. В историко-краеведческом музее открылась его персональная выставка. Ретроспектива настоящего. Подарок любителям живописи и художнику. В этот день он отметил свой юбилей. Подробности в следующем сюжете. Выставка «Праздник». В компании родных, поклонников, музыкантов и в окружении картин художник празднует 80-летие. Вот он в самом центре, в шляпе, очках, бабочке и пиджаке. Впрочем, представлять Василия Кудрина ленчанам и не нужно. Живописец прославился не только в городе и районе, даже Выборгский Эрмитаж просил его оставить в коллекции картину. Пойти тропой искусства инженер по профессии решил уже в 30 лет. С тех пор на его холстах виды родных мест, портреты, натюрморты. Почему это первая картина, я считаю? Потому что это первая, когда я взял в руки, будем говорить, масло, кисти, и увидел какое-то растение вот тут. Поставил на стол, не понравилось. Взял полотенце сзади накрыл и сделал. Вот все. Вот это история этой картины. Холсты для первых картин художник делал сам. Брал мешки в совхозе, вспарывал, грунтовал и начинал писать. Многие из картин пережили наводнение. Не боятся воды и творения, как это говорят в узких кругах, современного Кудрина. Современное искусство – это тот случай, когда шанс стать произведением есть и у крышки от майонеза, и у пробки от газировки. Обычный мусор вдохновил художника на создание картины «Сфера». Ее Василий Кудрин собирал в идеале круг 3 года. Почти 30 тысяч пробок и крышек художник принес в мастерскую с улицы. Знакомые считали это странным и забавным одновременно. Но художнику все равно, что подумают другие. Он просто любит жизнь. Он частично парализованный, и он еле-еле двигается с палочками. Представляете, просидеть вот с парализованной ногой, с больной рукой, в то же время рыбачить. И он преодолевает эту боль, и он ждет. Вот у нас, когда у него начался инсульт, была одна только цель. Мы сказали, что мы 28 мая с тобой спускаем лодку и выходим на Лену. И вот это его тянуло, его тянет до сих пор. На выставке можно посмотреть картины из старинных монет, ключей и ручек. Художник поделился, не все задумки притворил в жизнь. В мастерской полно материалов для новых шедевров, на 5-6 минимум. Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». А теперь к другим темам. Из Якутска в Алекминск теперь можно будет добраться с повышенным комфортом. Новые скоростные суда «Валдай-45» будут курсировать между столицей республики и Алекминским районом. Крейсерская скорость современного судна на подводных крыльях составляет 65 километров. Также судно оснащено кондиционерами и телевизорами. Его вместимость составляет до 45 человек. Их приобрели для того, чтобы жители Алекминского района не почувствовали трудности с транспортом во время реконструкции аэропорта. Помимо судов «Валдай-45», летом будут ходить еще 2 судна «Восход». Также в период межсезонья с этого года планируется дополнительно ввести в эксплуатацию 3 единицы новых судов на воздушной подушке «Нептун-23» с пассажировместимостью 20 человек на переправе Якутск-Нижний Бестях. Мексиканские ученые установили на горе Изтаксиотль табличку с посланием потомкам в память об исчезнувшем леднике, который растаял из-за глобального потепления. Подробности рассказывает Татьяна Гомозова.
Ученые из Национального автономного университета Мексики официально объявили ледник Айолоко исчезнувшим. В среду 21 апреля они поднялись на гору Изтаксиуатль и установили на каменистой насыпи, там, где раньше был лед, табличку с посланием потомкам. Надпись на ней гласит: «Здесь был ледник Айолоко, который уменьшался вплоть до полного исчезновения в 2018 году. В ближайшие десятилетия мексиканские ледники растают навсегда». Эта табличка – свидетельство того, что мы знали о происходящем и знали, что нужно предпринять. Только вы будете знать, сделали мы это или нет. Основной причиной таяния ледников в Мексике исследователи называют глобальное потепление. Как говорят участники экспедиции, речь идет уже не о климатических изменениях, а о климатической катастрофе. Спящий вулкан Изтаксиуатль – третья по высоте вершины Мексики. Ее название переводится как «белая женщина». Ацтеки называли так гору, в том числе из-за покрытой снегом вершины. Стали известны имена участников знаменитого спортивного события Республики Игр Дыгына. 3 победителей отборочных соревнований выступят на этих играх уже этим летом. В инстаграме издания «Спорт Якутии» опубликованы итоги второго дня соревнований. По их итогам первое место занял Дмитрий Петров из Вилюйского Улуса. Второе место – Никита Новгородов из Усть-Алданского района. Третье место у нашего земляка Айсена Елисеева из города Якутска. Накануне многоборцы соревновались в 4 дисциплинах – стрельба из лука, бег на 400 метров, борьба хапсагай и переноска камня. К этой минуте у меня все. Увидимся в следующих выпусках.